Одним из 5 основных столпов ислама является паломничество в Мекку. Для каждого мусульманина очень важно совершить хадж. Сегодня из аэропорта Магас вылетает первая группа паломников. Сегодня из аэропорта Ингушетии в Саудовскую Аравию вылетают гости из соседних республик – Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Джабраил Шакалов – руководитель одной из групп паломников из Северной Осетии. Для Джабраила это не первая поездка в святые места. В его группе 74 человека. Всю поездку он будет сопровождать свою группу и объяснять им, где и что надо делать. У каждого человека, который летит туда, будут только наилучшие, хорошие, самые отрадные чувства, которые могут быть человека, который посещает святыни. И это чувство невозможно, в принципе, выразить, потому что это наилучшие, наипрекраснейшие чувства человека, которые могут появиться в сердце любого мусульманина, в частности, человека, который выезжает в те прекрасные места. Наргуза Кучиева – турчанка по национальности. Она уже давно проживает в Северной Осетии. Для Наргузы это первая поездка в святые места. Как говорит она, эмоции захватывают ее. Она ждет, не дождется, когда прибудет на место. Даже не представляешь, языком не имею, как этот радость, это чувство. Дай Аллах всем мусульманам такой радость, чтобы достался. Все паломники полетят напрямую в Медину из аэропорта Магас. Спецборд совершит 11 поездок туда и обратно. В аэропорту сделали все необходимое для отправки и приема вылетающих. Аэропорт Магас имени первого героя России Асканова полностью готов для отправки паломников с нашего аэропорта. Здесь организован таможенный пост, пограничный пост, который оказывает нам туризм. Сегодня у нас вылетает рейс Координационный совет Северного Кавказа и все ближайшие республики: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Республики Дагестан, Северной Осетии. Естественно, работники аэропорта все делают для того, чтобы благоприятно они улетели, и мы считаем это большое для нас значимое событие, как-то быть полезным в принятии участия в этом благом деле. Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия обеспечивает оформление в пограничном отношении граждан, которые совершают хадж. Наконец, паломники дождались своего часа и с радостью на лице направились к трапу самолета. Взлет прошел успешно. Через 4 часа они уже будут в Саудовской Аравии, в городе Медине. Светлана Томова, Лейла Павлова. Новости 24. По статистике, не менее трети населения планеты имеют нарушение зрения. Причин тому много. Например, повальная компьютеризация, что оказывает сильную нагрузку. Также хронический недосып. Особенно бдительными должны быть люди после 40 лет. Больные, страдающие сахарным диабетом и гипертонической болезнью. И таких людей необходимо лечить. Сегодня в Ингушетию приехали офтальмологи из Москвы, чтобы оказать квалифицированную помощь пациентам и проконсультировать местных врачей. Согласно договору, заключенному в июле этого года, к нам приехали главный офтальмолог Москвы, она является ректором РАМАПО, Машетова Лариса Константиновна, с ведущими хирургами, доцентами, главным хирургом Кочергин, главный замглавврача офтальмологической больницы города Москвы, это Аржеварова, для осмотра больных, для консультативной помощи, для отбора больных на оперативное лечение с диагнозом незрелая старческая катаракта. В коридорах не протолкнуться, очередь стоит даже за пределами здания, а в кабинете для осмотра работа не останавливается ни на минуту. Врачи работают в усиленном темпе, чтобы обслужить как можно больше пациентов. За моей спиной сразу несколько групп врачей принимают пациентов. Во время осмотра встречаются особенно сложные патологии зрения. В таких случаях врачи созывают консилиум и назначают свои диагнозы. По линии модернизации медицинских учреждений офтальмологический кабинет оснастили самым современным высокотехнологичным оборудованием. Некоторые аппараты вошли в Россию впервые. Мы приехали в Республику Ингушетия по приглашению глубоко уважаемого президента Юнусбека Евкурова. Вся Россия знает, что он уделяет огромное внимание социальной сфере в республике и особенно здравоохранению. На сегодняшний день в республиканской больнице закуплено великолепное оборудование для офтальмологической службы.
Но аппараты есть аппараты, каждому аппарату нужен живой доктор, медицинская сестра, без этого тоже невозможно лечение, они играют огромную роль у нас. И необходима подготовка кадров для того, чтобы люди могли работать уже с пользой для наших пациентов. Айна Сутлигова много лет страдает катарактой, правый глаз не видит вообще. Недавно она перенесла операцию и сегодня пришла на очередной осмотр. Как ей сказали, постхирургических проблем со зрением у нее нет. Пациенты, несмотря на свои недомогания, выходят из кабинета довольными и признаются в своей радости, что им окажут квалифицированную помощь. Очень приятно, что в нашу республику приехали такие хорошие врачи. Я ездила в Москву, делала операцию. Сейчас со вторым глазом мне не придется ехать так, отрываясь от дома, от семьи, беспокоя всех. Я здесь на месте, меня посмотрели, приятно общались, поставили мне диагноз. Это очень хорошо, когда все под рукой, никуда ехать не надо. 10 дней назад Абдулмалику Хамхоеву была проведена сложная операция. Мальчик порезал осколком сетчатку глаза. Операцию под общим наркозом проводила Ася Цычоева. Сегодня Абдулмалик чувствует себя лучше. И специалисты из Москвы постановили, что осложнений у ребенка нет. 80% информации об окружающем мире мы получаем через зрение, и малейшие проблемы, возникающие с ним, значительно усложняют нашу жизнь. В таких случаях, как отмечают офтальмологи, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью и не запускать свою болезнь. Хава Султыгова, Адам Шибилов, Новости 24. На 21-й конференции партии «Единая Россия», которая прошла 8 числа этого месяца, был сформирован ее новый состав. На ныне проходящем политическом совете одним из главных вопросов был избрание членов президиума регионального политсовета. После голосования в состав президиума Ингурского регионального отделения партии «Единая Россия» был включен Магомед Татриев, он же председатель Народного собрания. Человек надежный и заслуживающий доверия, отмечают коллеги. Обсуждались на политсовете и другие вопросы. Отчет работы за прошедший год представил руководитель региональной общественной приемной Дмитрия Анатольевича Медведева Василий Светличный. Много было положительных моментов в прошедшем году. Свидетельствует тому и количество обращений. Их было более сотни. 80% положительных ответов. Мария Мамриева внесла предложение поощрить тех руководителей, которые отвечают на обращения, и их ответы позволяют решить проблемы. Приятным сюрпризом для общественной приемной стало письмо от Дмитрия Анатольевича Медведева, который поздравил их с 5-летием и пожелал успеха в работе. На повестке дня были и другие вопросы. Предварительное службание руководителя проекта «Кавказская туземная конная дивизия». У нас вопросы. И, конечно же, у нас основной вопрос – это отчет руководителя общественного приема председателя партии Светличного Василия Ивановича о работе общественного приема председателя партии. Ну, и ряд других вопросов. На сегодня в мероприятии присутствуют члены регионального политсовета, присутствуют руководители местных исполкомов партии «Единая Россия», присутствуют делегаты 14-го съезда партии «Единая Россия». Обсудили на заседании вопрос создания регионального партийного проекта «Общественный контроль», в рамках которого будет создана рабочая группа. В состав включены эксперты в области строительства. В задачи такой группы входит ведение надзора за социально значимыми объектами, такими как детские сады, школы, поликлиники, жилые дома. Свои заключения они будут представлять на заседаниях партии. Далее Плиева, Ахмед Чербежев, Новости 24. Правозащитники, сотрудники полиции, участковые, духовенство, представители Центра занятости, Минсоцтруда, Следственного комитета, адвокатской коллегии, Совета безопасности и местных администраций приняли участие в очередном выездном заседании комиссии по адаптации участников незаконных вооруженных формирований. Оно проходило под председательством уполномоченного по правам человека в Ингушетии Жамбулата Аздоева. В начале работы заседания уполномоченный выслушал Нальгиева Айтшат и Дидигова Тамерлана, родителей ребят, уже отсидевших 2 года за участие НВФ. Они обратились с просьбой оказать содействие защите прав их детей и адаптировать их к мирной жизни. Большинство членов, бывших членов незаконных вооруженных формирований, которые обращались в республиканскую комиссию, не совершал никаких повторных нарушений, просто нарушений, не говоря уже о преступлениях. И дай Аллах, чтобы больше не совершил. Именно для этого созданы эти комиссии, чтобы контактировать вместе с сотрудниками МВД и отслеживать поведение этих людей.
Также отмечалась и необходимость трудоустройства тех, кто решил вернуться к мирной жизни. Этому вопросу будет уделено особое внимание, отметили участники заседания. Так было решено помочь найти работу для Ибрагима Амриева, чтобы парень мог трудоустроиться и вернуться к мирной жизни. Напомним, что он пришел явкать с повинной. Члены Республиканской адаптационной комиссии призваны помочь комиссиям, созданных в населенных пунктах, выяснить, с какими проблемами сталкиваются их участники в районах и помочь найти пути решения существующих проблем. Выслушав отчет комиссии по адаптации участников НВФ в Малгобекском районе, уполномоченный по правам человека отметил, что необходимо оптимизировать работу. Главной задачей он считает не только возвращение участников НВФ, но и профилактика в среде молодежи с целью искоренения этого зла. Комиссиям, созданным на местах, необходимо привлекать авторитетных людей, мнению которых прислушивались бы как молодые люди, так и их родители. Необходимо усилить работу в этом направлении, отметил он. Далее Плиева, Сурхо Кусиев, Новости 24. Чего расскажете? Мы сегодня представляем 4 направления. Это и туризм, и природные ресурсы, сельское хозяйство, промышленность. Мы это определили как 4 стихии. Вот они у нас обозначены. Подписываем мы на 5,5 миллиардов рублей соглашение. Подписываем 3 иностранных инвестора. Это итальянская компания садоводства. Вот Кабардино-Балкария взяли пример. Спасибо.